Вот. И указ Сердоль-Шаха Кицаду Ермолов в Кавказе, командующий Кавказским корпусом Хотин Хавиошрина, Суязин докладной между Кумой и Тереком. Я захватил у этих самых туземцев, по-моему, он из Масит миллион Истахбуцар, и он пишет, у нагайцев и у чеченцев. Это территория от Терека до Кумы. Кума, калмыки, да, Хуачаду, Кума. 6 миллионов или 2,5 миллиона овец захвачено у туземцев. Так, ну, масштаб, он хайнхар, какой масштаб, это скотоводство. Нохчиш, даже. Так, Кузкиген, Уэштат, Язин, выписывает, Шлилу, Шерезе, Халхарт, Амхала, история Кабардинского полка, по-моему, история Кабардинского полка. Ермола, Вечхинаха и полк Нохчичуялина, и вот они, как они описывают, Кабардах, Амбиню и полк. Вот. Когда мы попали в Чечню, было ощущение, как будто мы попали в рай. Если на земле существует рай, он, наверное, находится в Чечне. После Дагестана у нас впечатления были очень сильные. Чеченские села утопают в садах. Что удивительно, земля полностью, она испещрена арыками. У чеченцев поливное земледелие. Когда наша кавалерия шла через чеченские поля кукурузы, то всадников не было видно. И власть съезду, 7 лет войны на Кавказе был. Царь Масар отмечает. Домов не было видно. Все вокруг были сады. Мы с удивлением узнали, что чеченцы занимаются культурным садоводством. Здесь мы впервые, офицер, мы впервые увидели, на одном дереве висят яблоки и груши. Привыкнешь. Черешни были очень крупные. Персики были с кулак величиной и просвечивали косточки. Мы набивали фруктами свои рюкзаки, то есть ранцы. И в то время у нас уходило до нескольких недель времени, чтобы уничтожить то, что осталось после того, что мы вывезли. Мы вывозили все, что могли, остальное нам приходилось уничтожать. Иногда уходило до нескольких недель. Мы вытаптывали их поля, вырубали сады, засыпали арыки, сжигали стога сена. Чеченские агулы, они были окружены огромным количеством стогов сена. Там офицеру язду. Удивительно, Васу, чеченцы имели запасы продовольствия и кормов для скота на 3 урожайных года подряд. У них голода не бывало. И мы это все уничтожали. И Ермолов съездил, надо тактику выжженной земли. Когда мы полностью все это уничтожим, чеченцы, когда они будут видеть, что их дети, жены умирают с голода, вот тогда их пыл, говорит, уменьшится. И тогда они, говорит, сдадутся на милость победителю. Откровенный массоязищу. Бирже Шоучера, штабе Аболбинс, Кавказского корпуса, Шоучера. Вот. Бирже Шязин, книги там. В Чечне, в равнинной Чечне, не было аула, который сжигался меньше 2 раз, бахцу. Меньше 2 раз. Поэтому чеченцы не отстраивали дома. Они старались построить такой навес, который не жалко было бросить. И вот идет спекуляция. Хозяйство и чеченцев, и берут материалы 1850-х годов, когда идет уже 20 лет война, все сжигается. Вот чеченцы, дома были вот такие, там заброшенные, поля были небольшие. Если вы хотите сравнить, возьмите дома, которые были до 1820-х годов. Возьми Клингер, 2,5 года в плену у чеченцев. Кстати, 1840-е годы.
И он там рисует дом этого чеченца, у которого он находится в плену. Ну и сравни этот двор и подворье, который он нарисовал. И по его словам, он не самый богатый чеченец. Сравни отношение к пленным. Его не связывают, его, как Толстой, он кандалы не одевает, в яму не бросает. Он спокойно ходит по селу. Вот. Он говорит, я знаю, что сбежать невозможно, сразу догонят, потому что местности я не знаю. Я был волен ходить везде. Кстати, он записывал там музыку, у него музыкальная есть записано. Из-за Аму, я помню, приезжала, это была министр культуры Халварх Татаева Ахбуш. Цунья Светлан Буш, пианисткер, Ленинград, на мечкер, цунья, юх из-за респа дöstre Ворлчера, ермет сон музей чуенер, иштига архив шкашуц, клингер, нотный запись шубар, ночью матцунцар. Я бы хотела эти нотные записи, говорит, опубликовать с чеченской мелодией, музыкой. Я переписываю, дальше балберцу этих музеев. Так, офицер Властов Субах, 7 лет или 7,5 лет войны на Кавказе. Вот. Дворянин, Кавказцев, Вейшвац, это шовинистическое, непризнанное, оттуда вот дикари, разбойники был. И тут же он пишет так. При природной сметливости ума чеченец не склонен к войне. Он более склонен к мирному труду. Чеченец берется за оружием, дабы защитить свою семью и свою землю. Чеченец на голову выше чеченский крестьянин нашего русского крестьянина. У него лучшие лошади, у него лучшие коровы, у него лучшие овцы, у него, говорит, больше урожай. Вот тут этот Властов описывает. Чеченцы не прониклись фанатизмом вполне, бацу. Мюридизмом они не прониклись, а? Властов, я здесь говорю, вот они звери, это самые опасные хищники. Вот. Мир не видел таких хищников. Платон Зубов, Семен Броневский. Это удивительные хищники, бах. Вы представляете, чеченец, когда его, говорит, сажает на штык солдат, он еще старается кинжалом дотянуться до противника. Оказывается, это воду, знаю, оказывается, штык, просто штык халаин, волвиш халгару.